театра Республики Коми. И сегодня я покажу вам, как развеять скуку с помощью несложного рукоделия. А именно мы сделаем с вами традиционную коми-куклу из текстиля. И делать мы ее будем самым простым способом – скруткой. А также, как и 100 лет назад делали наши предки. Почему этот способ самый простой? Потому что он не требует дорогостоящих материалов и сложных инструментов. Нам понадобится только ловкость рук и немножко воображения. Нам сегодня понадобится кусок плотной ткани, либо лист бумаги, трубочки от бумажных полотенец, либо даже от туалетной бумаги. Несколько кусочков светлой ткани натуральной. У меня это бязь, также подойдет ситец. Несколько цветных тканей, желательно тоже натуральных, как минимум 2 цвета. Это нужно для костюма. Кусочек синтепона или ваты, ножницы, конечно же, нитки, ХБ или для вязания, любые. Если вы планируете сделать к своей кукле какую-либо прическу, то, естественно, нужно позаботиться о нитках, которые нам нужны будут для волос. Также любые ленты, бусины, кружева, все, что вы хотите для украшения вашего изделия. Итак, давайте начнем. Нам для куклы понадобится жгут ткани. Кукла-скрутка или столбушка называется так, потому что в ее основе плотная скрученная ткань. Либо, если у вас есть вот такие картонные трубочки, вы можете взять их за основу. Если у вас трубочка достаточной толщины, вы просто отмеряете нужную величину вашей куклы. Если у вас есть трубочка тоненькая, то вы также можете ее использовать как основу. Кукла у меня примерно будет, наверное, как моя ладошка, где-то сантиметров 15 в высоту. Следовательно, чтобы жгут был поплотнее, я сворачиваю кусок ткани в 3 раза. То есть получается, мне нужно 45 сантиметров ткани примерно на 80 сантиметров. Так я сложила ткань в 3 раза. И дальше я могу взять основу, вложить внутрь и закрутить. Но я этого делать не буду, потому что у меня ткани хватает. И вот дальше мы осторожно скручиваем ткань плотным жгутом. Если попадаются складочки, мы их так и оставляем внутри. Главное, чтобы снаружи у нас был ровный слой ткани. Кончик ткани мы загибаем внутрь и сворачиваем далее. Вот такой столбик из ткани у нас получился. Это наша основа. Соответственно, чтобы наша ткань не развернулась, мы свяжем ее нитками. Нитки любые, ХБ или шерсть, какие у вас есть. Можно даже обычными швейными. Традиционно кукла перевязывалась в 2 местах. Это обозначалась шея, голова и пояс, талия. Но мы с вами завяжем в 3 местах, чтобы было крепче. Начинаем связывать как можно туже. Лишнее отрезаем. Говорят, что крепче всего связывать на четное количество узлов. Ну, это, я думаю, на ваше усмотрение. Итак, наш жгут связан. Далее приступаем к оформлению нашей куклы. Если у вас была трубочка картонная, голову нам нужно обозначать обязательно с помощью вот такого кусочка ткани небольшого, светлого оттенка, однотонная, и кусочка синтепона или ваты. Мы на кончик нашей трубочки прикладываем синтепон, заворачиваем в ткань. У нас получится головка нашей куклы, а остальная трубочка будет тело. Точно так же поступаем с нашей тканевой заготовкой. Прикладываем синтепон, немножко, совсем его нужно, только чтобы обозначить нашу круглую головку. Закрываем это тканью, прижимаем уголки, складываем красиво. Естественно, наш шов остается сзади. Это у нас лицо.
И пытаемся красиво свернуть ткань, чтобы она легла наиболее гладко. И далее берем нашу нитку, завязываем на уровне шеи, плотно, туго, на несколько узлов. Узел сзади. Вот такое личико получилось у нашей куклы. Итак, заготовка для куклы у нас готова. Остальное это только наша фантазия. Теперь мы можем наделить куклу абсолютно любыми качествами. Сделать ее старой или молодой, нарядной или простой. Основа для куклы всегда была одна. Отличались они только костюмами. По этим костюмам можно было определить, в каком районе Коми Республики жила владелица данной куклы. Я же вдохновилась музыкальной сказкой «Нагай Лебедь», которая идет в нашем театре с 2013 года по мотивам поэмы Николая Щукина. Если вы смотрели эту сказку, то речь там идет о волшебной птице Нагай, которая помогает главным героям Ивану и Маше сбежать от коварного лешего и бабы-яги, победить змея Горыныча. Красавица Маша, смелая и добрая, будет моим образцом для создания образа моей куклы. Вы же можете выбрать своего любимого героя из сказок или сделать собственного, сыграть свой спектакль в вашем домашнем кукольном театре. Или же просто сделать красивую сувенирную или обережную куклу для украшения своего дома или в качестве подарка. Ведь раньше куклы имели сакральный смысл. Их дарили на рождение, на свадьбу, на удачу и на здоровье. Итак, приступим к одеванию нашей куклы. Я выбрала вот такую веселую ткань, цветочек, и предлагаю сначала сделать кукле руки. Изначально у Коми кукол не было рук и ног. Видимо, это не считалось необходимой деталью и намного упрощало изготовление куклы. Ведь делали кукол не только мамы и бабушки, но и сами дети с самого раннего возраста. Но мы, конечно, сделаем нашей кукле руки, потому что так интереснее. И нам понадобится для начала 2 кусочка ткани. Это будут наши рукава в цвет, конечно же, блузки. И 2 кусочка светлой ткани, такие же, как и лицо, чтобы сделать нашей кукле ладошки. Складываем срезами внутрь, так, чтобы скрыть срезы ткани. Складываем ее пополам. Одна ручка готова, вторая готова. Рукава примерно можно взять 10 на 10 сантиметров, в зависимости от того, какой ширины и пышности вы хотите сделать рукава своей кукле. Чем шире ткань, тем больше складок получится. Примерно такой рукав у нас будет. Как сделать аккуратно? Берем нашу ладошку и лицевую сторону ткани прикладываем сгибом внутрь, собираем складочку и той же самой ниткой завязываем. Получилась вот такая заготовка. Сейчас нам нужно ее вывернуть. И вот, пожалуйста, одна рука у нас уже готова. Сейчас нам нужно сделать вторую. Точно так же делаем вторую руку. Также сгибом внутрь на лицевую сторону ткани прикладываем ладошку и делаем складочку. Напоминаю, чем шире у вас ткань, тем пышнее получится рукав у блузки. Делаем немножко захлест, также завязываем. Наши ручки готовы, осталось их прикрепить к телу. Итак, у нас готовы детали наших рук для куклы. Чтобы нам их прикрепить, нам необходимо сначала отрезать кусочек ткани для блузки или для нижней рубашки. Выбираем ткань обычно светлее, чем сарафан куклы, и отрезаем кусочек примерно 15 на 25 сантиметров. Но вы, конечно же, должны ориентироваться по высоте своей куклы. То есть вот столько ткани вам необходимо будет. Чем длиннее кусочек ткани, тем пышнее будет наряд. Прикладываем детали рук к кукле примерно нужной
нужной нам длины. Если получились очень длинные рукава, ничего страшного, это можно отрезать. Уж лучше длиннее, чем короче. Переворачиваем их. Берем кусочек для рубашки. Кладем нашу куклу на лицевую сторону ткани и заворачиваем, закладывая небольшие складочки по уровню шеи. Далее берем ту же самую нитку и связываем крепко-крепко. Все это на уровне шеи, где первоначально мы отмечали голову. Разворачиваем. Вот наша кукла уже оделась в свою рубашку. Наша кукла почти готова, нам осталось одеть ее в красивый сарафан. Для сарафана обычно берется ткань яркая, с узорами или однотонная, любая, какая вам нравится. И отрезается кусочек не меньше высоты вашей куклы, ну примерно 15 сантиметров, и длина лоскутка примерно 25 сантиметров. Чем длиннее, тем пышнее будет юбка вашей куклы. Вы можете взять несколько лоскутков и наложить их друг на друга, чтобы наряд получился пышнее и нарядней. Начнем. Собираем сарафан нашей куклы. Выкладываем складки и завязываем ниткой. Потом складочки можно расправить. Главное сейчас закрепить ткань. Видите, немножко низко. Мы можем это поправить, подтянуть. В этом и плюс куклы скрутки, что здесь ничего не крепится намертво. Вы можете все поправить, все подвинуть, развязать и завязать снова. Вот такой сарафан нежного розового цвета у нас получился для нашей куклы. У моей героини в костюме присутствует также фартук. Я могу сделать, например, из уже готовой тесьмы. Либо вы можете взять любой кусочек ткани, какой-нибудь симпатичный, который вам очень нравится. Такой у меня будет фартук. Совмещу 2 тесьмы. Отрезаем нужное количество ткани. Ориентируйтесь на высоту своей куклы. С запасом немножечко. Также берем нитку и привязываем. Как можно туже. Нитку потом можно спрятать под юбку, чтобы она некрасиво у нас не торчала. Ну вот, костюм почти готов. Далее пояс. Пояс очень важный элемент в коми-костюме. Пояса обязательно плели в каждой семье, очень красивые, яркие, с коми-орнаментом. Каждый пояс что-нибудь означал. Мы также можем сплести пояс для нашей куклы из, например, ниток, из обычной шерсти или из шнуров декоративных, или из ленточек. Либо взять уже готовые ленты, повязать их в качестве пояса на нашу куклу. Ну, например, вот такой ярко-красный пояс будет у нашей куклы. Наша кукла почти готова, нам осталось оформить ее голову. В традиционной коми-кукле голова всегда покрывается платочком. Вы можете выбрать любую красивую ткань, вырезать квадратик, примерно как и сама кукла, меньше не надо, свернуть в форме треугольника платочком и повязать на голову.
Вот и все, ваша кукла готова. Но моя героиня не носит платочек. Моя героиня совсем еще девочка. У нее красивая коса и повязка, украшенная золотой тесьмой. Поэтому моя кукла будет немножко сложнее. Мне нужно сделать ей волосы. Для изготовления волос можно взять те же самые шерстяные нитки для вязания, либо у меня, например, был шпагат. Я распустила его на тонкие ниточки. И сейчас буду клеить на голову кукле волосы с помощью клея. Как мы прикрепим волосы на голову? Только с помощью клея, либо можем их пришить иголкой. Я возьму клей. Клей используем любой. Можно взять момент, канцелярский, ПВА, либо вот такой силиконовый клей, горячий в пистолете. Будьте аккуратны, можно обжечься. Я буду наносить клей маленькими капельками посередине и прикладывать ниточки. Так как все-таки головной убор нашей красавицы будет, заклеивать полностью всю голову. Главное сформировать прическу. С помощью горячего клея клеить что-либо очень быстро и легко. Наши волосы также будут держаться на кукле под ее головным убором, поэтому клея нужно совсем немножко. Итак, я приклеила шпагат к голове. Это будут наши волосы. Теперь для достоверности нам нужно сплести косу, поскольку моя героиня ходит с красивой длинной косой, как настоящая красавица. Вяжем ленточкой, конечно же, бантик. Неровные нитки мы немножко подровняем. У нашей куклы появилась коса. Нам необходимо теперь украсить ее голову головным убором. Мы можем взять кусочек красивой ткани, либо уже готовую тесьму, которая вам подходит, и простым движением завязать сзади, либо склеить, либо зашить, как вам будет удобно. Просто завяжу. Кончики мы можем спрятать под узелок. Что же теперь? Лицо. Наверное, вам интересно, как же нарисовать или обозначить лицо куклы. В традиционной иконе кукле лицо никогда не рисовалось. Это связано с их верованием. Кукла с лицом может оживать и красть души детей. Но мы, конечно, в это не верим, и вы можете обозначить лицо своей кукле как угодно. Можете пришить бусинки вместо глаз, можете нарисовать фломастером или краской глаза, рот, щечки подрумянить. Это целиком и полностью ваша фантазия. Я, наверное, лицо рисовать не стану, останусь верной традициям. И, в принципе, наша кукла готова. Единственное, что мы можем еще сделать, это украсить ее всевозможными кружевами, лентами, бусинами. Все на ваше усмотрение. Вот такая кукла у меня получилась. Я добавила кусочек кружева на фартук, немножко золотой тесьмы на головной убор и дала в руки цветочек. Иногда куклам в руки даются какие-либо предметы, от чего они приобретают особый смысл. Например, если вы видите у куклы в руках ребенок, это символ семейного счастья. Если у нее в руке мешочек с чем-либо, это кукла-подорожница, ее дарят на счастливую дорогу. Или, например, вы видите вот таких вот парных кукол, это куклы-неразлучники. Ее обычно дарят на свадьбу, это символ семейного счастья. У моей куклы в руках цветок, поскольку героиня сказки Машенька очень веселая и добрая девушка. Она любит петь песни и наверняка любит красивые цветы. Дерзайте, я надеюсь, что у вас все получится.
И мы ждем вас в нашем Национальном музыкально-драматическом театре в новом сезоне. Спасибо за внимание!